Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто потерял из-за вас покой? Кто не может вас забыть? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вышло трое. Смотрите, раз, два, три, раз, два, три. И все трое с левой стороны. Люди, которые не сообщают вам, да, не говорят о том, что о вас думают, либо что к вам испытывают, что чувствуют. Один из этих людей вообще показал вас как свой ключ от счастья. Да, говорит, это ключевая женщина для меня. Либо это женщина роковая для меня, да, судьбоносная женщина. С этим человеком вы точно знакомы. Кто-то с этим человеком давно знаком, и у вас отношения только-только вот завязываются, начинаются. А кто-то совершенно недавно познакомился. И вот, пожалуйста, у вас самая первая стадия знакомства и общения. Но мужчину мне показали влюбленного. То есть человек, который испытывает к вам действительно настоящие яркие чувства. У кого-то отыграет то, что человек уже влюбился по самые уши и без вас жизни не представляет. От этого человека ждите в самое ближайшее время каких-то конкретных, серьезных действий, шагов в вашу сторону. То есть человек нацелен на вас, намерен на вас и будет вас добиваться. Если вы испытываете взаимное чувство, если человек вам нравится, есть симпатия, интерес, то получится замечательная пара. Прекрасная, красивая пара с прекрасными перспективами на создание семьи, на создание взаимных прекрасных чувств. Это про любовь идет. К сожалению, мне этого человека не сильно ярко показали, без подробностей, но вы сейчас четко понимаете, о ком я говорю. Либо вот кто пришел вам в голову при моих словах, вот именно этот человек, это он. Да. И еще хочу обратить ваше внимание на состояние этого человека. У кого-то отыграется, что человек абсолютно свободен, у кого-то отыграется, что человек не до конца свободен. Но поверьте, ради вас этот человек готов на все. Вот все, во всех смыслах слова. Да, если не свободен, не до конца свободен, ради вас он расторгнет отношения, чего бы это ему ни стоило. Потому что к вам ключ, понимаете, вы для него самое главное, самое важное в его жизни. Все-таки любит и любит по-настоящему. Почему потерял покой? Да потому что ночь напролет он мечтает о вас. Он придумывает какие-то хорошие слова. Он ведет с вами диалоги, с вашим образом. Если есть доступ к вашим социальным сетям, то он там все фотографии до дырочек засматривает. Человек спит и видит, что вы его женщина, что вместе вы счастливы, что у вас все хорошо. Так, второй человек. Второй человек — это тот, кто вас очень сильно обидел. Тот, кто перед вами очень сильно виноват. Этого человека уже давно рядом с вами нет. Разделила вас жизнь, либо вы от него убежали, да, ну так сложились, возможно, обстоятельства. Давно нету рядом. И человек в последнее время все чаще и чаще вспоминает о вас. Человеку сейчас очень-очень плохо, в какой-то тяжелой ситуации находится. Либо человек очутился в каком-то бедственном состоянии, положении. Человек часто вспоминает о том, как было хорошо с вами, как не ценил, как пренебрегал, как обижал, да, может быть, даже как-то цинично вас обижал. А теперь готов, душу продать, лишь бы вернуться в то прошлое и все исправить. Но поскольку душу продать невозможно,
В прошлое вернуться тоже невозможно. Человек вот сидит и действительно горюет, плачет. У кого-то прям так отыграется, что человек сидит, рыдает о том, что было утеряно, потеряно, рыдает по вам. Возможно, пьет, крепко пьет. Но заглушить эту боль не может. У человека есть мечта, хотя бы еще раз вас увидеть. Просто увидеть, да, даже не говорить, просто посмотреть на вас, посмотреть в ваши прекрасные глаза. И если будет возможность, не знаю, вымолить у вас прощение, да, упасть перед вами на колени, во всем покаяться, раскаяться и вымолить у вас прощение. Я не вижу, чтобы этому человеку была предоставлена такая возможность в ближайшее время. Ну, а дальше будет как будет. Я могу сказать точно, что менее всего в жизни вы хотите увидеть этого человека. И если вдруг такая встреча сейчас произошла бы, то вы бы бежали от него в припрыжку. Да, потому что воспоминания, они достаточно яркие у вас об этом человеке. Воспоминания как о предателе, тиране, таком, знаете, толстокожем человеке, который пренебрегал любовью, чувствами, да, растоптал ваши чувства, вашу любовь. Ну, видите, как жизнь повернула. С вами все хорошо, с вами все в порядке, у вас новая жизнь начинается, а этому человеку очень и очень плохо. Все, знаете, в тартарары летит, трещит, и никакой надежды нет на хороший исход для этого человека. Вы, кстати, об этом человеке, буквально тут на днях, может быть, там, через недельку узнаете информацию, да, что с ним, где он. И поверьте, то, что вы узнаете, это будет там 10% от правды. Все намного хуже, все намного сложнее и все намного безнадежнее. Я не могу сказать, что вам будет жаль этого человека. Наоборот, даже вы в глубине души, скорее всего, порадуетесь. Скажете, ну так тебе и надо. Так тебе и надо. В принципе, имеете право. Да? Человек вас обидел, вы имеете право. Третий человек — это женщина. Женщина, которая, с одной стороны, вами восхищается, то есть она вам удивляется, она хотела бы быть похожа на вас, она хотела бы обладать теми способностями, возможностями, либо талантами, которыми обладаете вы. А с другой стороны, она завидует вам и, знаете, даже ненавидит в какой-то степени. Считает, что вы как-то хорошо живете, либо вам все легко достается, что вас высшие больше любят, да, больше там вам помогают, либо талантами вас наделили. А вот она несчастная жертва обстоятельств и вот всего добивается сама. Вот она почему-то считает, что вы конкурентки. Я не могу сказать, считаете ли вы, что вы конкурентки, но она точно это считает. Возможно, у кого-то отыграется, да, что это ваша подруга, которая очень сильно завидует, но и в то же время вы ей помогаете, да, либо вы что-то для нее хорошее делаете. Вот знаете, как люблю и ненавижу, как-то так идет. На работе может быть такая ситуация, там, с коллегой, либо с начальницей. По соседству может быть такая ситуация. Проблема этой женщины, что она неудачница. Проблема в том, что она не умеет справляться со своими трудностями, сложностями. И ей всегда легче кого-то обвинить, да, чем признать свои недостатки. Такое, знаете, злобное существо, обиженное на весь мир. Эта женщина как-то себя проявит. Какой-то колкостью, гадостью, каким-то выпадом в вашу сторону. Проявит она себя буквально там, в течение 3-5 дней. И вы сразу поймете, о ком я говорила. С этой женщиной вам нужно, желательно, да, не то чтобы нужно, желательно прекратить все контакты, если вы как-то рядом находитесь. И лучше, конечно же, поставить на себя защиту, хотя бы минимальную. Да, там булавочку прицепить, амулетик сделать, либо молитву переписать своей рукой и носить с собой.
Поверьте, это к лучшему. Эта женщина, она как немножко даже одержимая идет. Ну, люди, которые полны ненавистью, они открыты для всяких низших сущностей. Знаете, как домик, временный домик. И эти сущности туда-сюда ходят. Таких людей просто с ума сводят. Распаляют в них гнев, ненависть, зависть, да, и сводят их с ума. Я вижу, что эта женщина плохо закончит. Мне почему-то кажется, что она начнет как-то, ну, не знаю, пить, что ли, алкоголь. Что-то она будет принимать, либо пить. Ну, принимать, может быть, какие-то медикаменты, которые ее как растение сделают, либо пить алкоголь, ну, как бы потерять человеческую суть, человеческое обличие. В принципе, я не вижу, чтобы эта женщина могла как-то серьезно вам навредить, но мелкий негатив, там, сглазы, либо какие-то слова колкие, едкие в вашу сторону, это я вижу. Вы перед ней ни в чем не виноваты, ничего плохого вы ей не делали, а то, что она там себе надумала, да, почему-то выбрала вас как виновницу своих проблем, ну, это ее личная ситуация, ее личное мнение. По поводу этой женщины, у вас будет возможность от нее избавиться, но вы почему-то ее пожалеете. Ну, благородство души, да, вы хороший человек. Здесь совет такой идет: не жалеть, знаете, как давить до конца. Да, мои хорошие, вы интересный человек, многие о вас говорят, многие о вас думают. Возможно, вы понимаете, о чем я говорю, а возможно, для вас это секрет. Но с кем бы вы ни общались, с кем бы вы, например, там, не здоровались, не знакомились, люди всегда в хорошем впечатлении от вас остаются. Вы умеете вдохновлять других, дарить надежду. У вас очень теплая, такая, знаете, солнечная энергетика. Вот с вами поговоришь, пообщаешься, и на душе легче, тепло становится, радостно становится. У вас, кстати, очень хорошее чувство юмора. Зря вы не шутите, зря вы стесняетесь этого. Вообще с вами очень приятно, очень душевно. Люди это видят, люди это чувствуют, люди к вам тянутся. Правда, вижу, что вы человечек такой немножко закрытый. Да? Вы не ищете общества, вы не ищете там новых друзей, подруг. Вам достаточно того, что вы имеете в сегодняшнем дне. Если бы вы захотели, вы бы могли покорить не одно человеческое сердце и, возможно, даже занять какую-то почетную роль, либо возглавить какую-то почетную миссию. Да, вы как прирожденный, не знаю, управленец, лидер. Это как будто бы ваше, но вы почему-то этого стесняетесь, либо от этого отходите. Если ваша работа в прошлом была связана с какими-то должностями, лидирующими, там, менеджером были, управленцем, там, начальником любого ранга, то это было исключительно ваше. Все ваши подчиненные до сих пор с любовью, с уважением вспоминают о вас. Да, либо, например, там, вы не работаете, когда-то работали, сейчас вы на пенсии. Вот ваши подчиненные, которые до сих пор работают, все время вспоминают, как хорошо и приятно было с вами работать. Кстати, не исключено, что в ближайшее время вам будут предлагать, знаете, как возглавить что-то, либо кого-то, стать, может быть, лидером мнения, может быть, войти, влиться в какой-то коллектив на какую-то должность, которая выше среднего. Но прям это ваше. Вот когда вы знакомитесь, общаетесь с умными людьми, они это видят. Они это видят и готовы вам это предложить. Только вы почему-то не готовы это принимать. Это какая-то скромность, либо неуверенность в себе. С этим нужно работать. Поверьте, если вы будете работать на управляющей должности, на должности там, директора, менеджера, то вы, во-первых, справитесь с этой работой, а во-вторых, вы просто прирожденный руководитель. Удача для любого подчиненного, большое счастье для любого подчиненного иметь такого руководителя, как вы.
Так, еще важный момент касается ваших детей. Я хочу, чтобы вы знали, ваши дети, либо ваши внуки всегда за вами пристально наблюдают и всегда копируют ваше поведение. Это большая ответственность, потому что разные ситуации бывают, и вы тоже ведь человек, по-разному можете себя проявлять. Помните, что малыши за вами наблюдают. И в будущем в их поведении, в их словах, в их выражениях вы будете видеть себя. Имейте это в виду. Нравится за вами наблюдать. Вы авторитет для них. Да, пусть они этого не показывают, либо об этом не говорят, но вы действительно для них авторитет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.